Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс» Ленария Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар. Давайте начнем с вашей очень интересной, занимательной биографии. Вы татарка, как вы себя идентифицируете, но вы не из Татарстана родом. Вы родились в Башкирии, затем была Челябинская область, Эмираты были в вашей жизни, теперь опять Казань. Расскажите нам хотя бы вкратце, как это все у вас получилось. Да, чувствую себя примерно почему-то по географии своих разъездов, проживаний, по смене школы, по опыту работы примерно на лет 40. Надо признаться, столько пройдено, как бы громко это ни звучало. Да, действительно, я родилась в Уфе, потом по семейным обстоятельствам, то есть по работе родителей, мы переехали в город Челябинск. В Челябинске проходила в садик. После садика мы обратно вернулись в Башкортостан. Но уже не в Уфу? Уже не в Уфу, да. Вернулись на северо-восток Башкортостана. Там есть такой район Мечетлинский. Угу. Он... Не самый татарский район? Нет. Он нейтральный, что ли, назвать его. То есть Белокотайский, абсолютно русский район у нас рядом. У нас главы районов конкретно в наших территориях, скажем, Чуваш, может быть. То есть конкретно какой-то идентификации, какой-то национальности нет. Тем самым Челябинск из моей судьбы также не уходит. Чтобы поступить учиться в Казань, после 9 класса я уже сама, то есть по собственному выбору, переезжаю в Челябинск, так как в 2010 году там открылась татарская школа с татарским классом. То есть на базе средней общеобразовательной школы 81-й открыли татарский класс. Это получается как в Париж через Мамадыш. То есть для того, чтобы вы уже определили тогда для себя, что город вашего проживания, который вы любите и в который вам действительно будет родным, это Казань. Это Казань. И вы поехали в Казань через Челябинск. Через Челябинск. И вам нужно было 2 года поучиться в школе в Челябинске, чтобы закончить ее и здесь по квоте поступить в университет. Да. Что касается квоты, это квота Всемирного конгресса татар, которая уже, наверное, больше 10 лет работает по возвращению соотечественников в Казань через вузы, институты, высшие учебные заведения. Что касается Казани, намного все глубже, потому что в 50-х годах, скажем, послевоенные, моя бабушка, тоже которая из Башкортостана, татарка, просто где-то услышав, берет свою подругу и уезжает учиться в Казань. Здесь она заканчивает Казанский педагогический институт, в то время он как назывался. После себя точно по такому маршруту, то есть мою маму, мою родную тетю, моего дядю, точно так же получать высшее образование, уезжают в Казань. Тем самым я тоже, не нарушая традиции, то есть наши все родственники уже примерно понимали, что наша порода едет в Казань за учебой. То есть у каждого свой путь. Я выбрала через Челябинск, чтобы облегчить себе, скажем, поступление. Понимала всегда, что в казанские вузы всегда большая конкуренция. Если все уехали в Казань, как же вы родились-то в Уфе? Возвращались. Угу. Вот тем самым традиция получать образование в Казани. Я, нарушая традицию, осталась здесь. Не вернулась. Значит, затем был университет. И после университета была опять не Казань, все-таки. Да, все-таки. Вообще к работе я приступила, скажем, очень рано, с 1 курса. Тогда еще Табрис Ярулин вот только пришел к должности, собрал актив, кто вообще кому интересно, кто неравнодушен к татарской теме. Именно в этом году, в 2012, мы начали организовывать городской фестиваль современной культуры Песчан-Базары. То есть именно возле этого проекта я осталась, так скажем. Была волонтером, где-то кофе наливала, где-то рюкзаки таскала. Это вот то, что мы видели в прошлом году на Кабане, да? Да. Сейчас это абсолютно самодостаточный фестиваль городской, который посещают первые лица не только республики, но и
России, скажем, Марат Шакирдянович Хуснуллин даже побывал на этом мероприятии. А это начиналось вот 7 лет назад, тогда я еще училась на первом курсе. Вот так вот волонтерила, была, видимо, очень ответственным волонтером. В какой-то момент, через пару лет во время Всемирного форума татарской молодежи, куда собираются каждые 2 года делегаты со всего мира, меня объявили ответственным секретарем форума. То есть для меня это было сюрпризом, потому что каких-то там я целей, планов не ставила. То есть чтобы на работу устроиться или какие-то должности общественные занимать. Я думаю, что именно по своей ответственности таким образом я и осталась в этой организации. Но сначала были еще пару лет в Эмиратах. Да, к чему это говорило, то что очень насыщенно, может быть, я где-то даже больше акцентировала на своей общественной деятельности, нежели на учебе. Я очень много времени посвящала действительно городским проектам казанским. И тем же самым, понимая менталитет регионов, на себя брала поездки в регионы, то есть полностью организовывала, с кем мы там встречаемся, как общаемся, какие темы будут интересны. Но в какой-то момент после университета, действительно, после больше 4 лет, как-то стало тесно. Я понимала, что где-то не хватает кругозора. Наверное, не зря они существуют, зарубежные стажировки все-таки, чтобы отгранировать свои мысли, абстрагироваться, тем самым мой ли путь, в принципе, даже понять. Вот так после университета поступило предложение через Министерство образования, через то есть специалистов, с которыми мы очень тесно работаем. В Ленарии есть такая должность, пресс-секретарь одного бизнесмена, ты же журналист, есть контакт, связи, ему нужен тоже татарский мир. Я подумала, да, мне не хватает. Хочу сказать, что Эмираты, Дубай я выбрала не из-за того, что это Дубай, а потому что предложили. Если бы мне предложили в Австралии, я бы уехала в Австралию. Если бы предложили в Чехии, я бы точно так же за новой информацией уехала бы в Чехию. Тем более, что и там татар достаточно, да? В любой точке мира. И тем более, да, понимала, что мне все равно будет там комфортно. За рубежом есть свои татарские и диаспоры, и организации. Но это было такое кратковременное путешествие на орбиту, чтобы потом вернуться когда-то? Вы же не задумывали уезжать туда надолго? Нет. Чтобы покидать Татарстан, таких мыслей никогда не было, и сейчас нет, не возникает. Я понимала, даже пост свой в интернете, я достаточно всегда активна, открыта. Так и написала, я уехала за опытом, до встречи, Казань. Многозадачность пригодилась в Эмиратах, так как тогда нынешний шеф был членом Академии народов Евразии. Вот он и говорит, слушай, есть предложение провести в Эмиратах Ассамблею народов Евразии. Там примерно будет 10 стран, 70 делегатов. Если ты берешься за этот проект как главный организатор, он говорит, я соглашаюсь, потому что мне не на кого здесь опираться, конкретно по организаторским способностям. Действительно, это был хороший кейс. Я очень часто про него говорю. Это не федеральный уровень, это международный уровень, во-первых. Приходилось работать, сотрудничать с посольством, с консульством Российской Федерации. Вот такой вот опыт, кейс. И даже после мероприятия звали в Москву, в Ассамблею народов России, предлагали вакансию, должность. Я выбрала Казань. В первое время, когда я вернулась, мне еще говорили, ты уехала из этой же должности за границу, такой большой опыт, и ты вернулась туда же. Не чувствуешь ли ты то, что делаешь шаг назад? Почему не Москва, например, двери, когда открываются? Нет, сомнений не было. Но вот эти ваши решения, они, конечно, такие большие достаточно штрихи к портрету вашей личности. Ведь вы, я понял, мама, папа у вас татары, родились вы в Уфе. Но, тем не менее, все-таки, я так понял, уже с детства стремились оказаться именно здесь. К чему далеко стремится не каждый, потому что мы знаем о миллионах татар, абсолютно стопроцентных татар, проживающих за пределами и Татарстана, и России, которые прекрасно себя чувствуют там. Вы сами себе задавали такой вопрос, почему меня так тянет сюда?
Это очень логический исход, то, что я сейчас работаю во Всемирном конгрессе татар, так как у меня бабушка сама, помимо того, что была, то есть, партийным человеком, она преподавала в школе татарский язык и литературу. То есть она была завучем, больше 30 лет проработала. То есть татарская тема, мы конкретно дома про татар не сидим, не общаемся. То есть это совершенно естественная среда, абсолютно татарская. Я помню, приезжала в деревню к бабушке. Сама я училась в районе, в гимназии. Утро у нас начиналось с ТНВ, со спектакля. Хочу я этого, не хочу. Это, я думаю, было воспитание такое со стороны бабушки. У нас постоянно были кипами журналы из Казани. Казан, Нуры, Сюембике, Озат Хотан. То есть меня все время окружало все, что с татарами связано. Говорили вы по-татарски в семье? Да, абсолютно. Только по-татарски? Только по-татарски. Почти 2 года назад вы стали председателем Всемирного форума татарской молодежи. Какие проблемы вам сейчас приходится решать? Насколько они отличаются от тех проблем, которые существовали 5-10 лет назад, о которых вы тоже знаете? И что вы считаете своим самым большим достижением? Вообще перед глазами, конечно же, последний год. Если я первый год как руководитель только въезжала, так скажем, если можно сказать, только понимала вообще, как работать, все равно исполнитель от руководителя значительно отличается, то мы 2020 год так, скажем, стартанули со скоростью 220. А он вас не притормозил этот 2020 год? Так стартанули, начали по регионам выезжать. Вообще за последние 10 лет в Казани организовали в Униксе встречу с татарскими студентами. Это он проходил в формате TED. 10 минут на каждого спикера. То есть один из самых успешных своих новых проектов. TED Talks. Да. В Саратов поехали, начались региональные игры татарской лиги КВН, которых не было. И вот с этой скорости 220, конечно, было сложно. Я только адаптировалась работать, то есть, да, ощутила грани, возможности, то есть курс взяли. И тут опять нужна была адаптация под условия пандемии. Не растерялись, конечно же. И спасибо вообще в целом команде, с которой мы уже сколько лет работаем. Нашу республиканскую акцию «Мин Татарча Селешем», которая в прошлом году как раз проходила в 15-й раз, которую мы проводим обычно на главной улице Бауманов в Казани. То есть мы адаптировали под формат онлайн, когда многие еще в апреле тоже растерялись, не знали, что делать. Мы продержали эфир 6-часовой. Там было больше 500 тысяч просмотров на TeamTV, на ВКонтакте, то есть на разных платформах. Я считаю, что мы быстренько смогли все-таки консолидироваться, адаптироваться под эти условия. Вообще, насчет, что касается последнего года, конечно же, были убытки в плане мероприятий, но в то же время успехи тоже были знаковые, потому что наш городской фестиваль Песчан-Базара, он в 7-й раз проходил, уже в 2 дня его делали. И в 1-й раз он вышел за пределы города Казани. В День города, в Альметьевске мы его смогли провести, несмотря ни на что. Нынешний год, 21-й, он очень ответственный, что касается переписи населения Российской Федерации. И сейчас, в принципе, несмотря даже на перепись населения, мы всегда продолжаем свою активность. То есть у нас идея в этом состоит. А вы работаете с молодежью, скажем, в Башкортостане, с татарской молодежью именно по этой тематике сейчас? Да, работаем со всей абсолютно молодежью, что касается в этом году особенно с регионами, естественно. Что конкретно мы предпринимаем? Во-первых, держать в повестке всей казанской темы все регионы. Например, проходит какой-то спектакль новый. Мы делаем рассылку, что есть такие мероприятия. Если есть возможность, давайте делегацию направляйте. Если они проводят у себя какие-то активные движения, форумы, конференции, то, конечно же, мы со своей стороны направляем своих спикеров. То есть Татарстан все равно идеологически он сильнее по этой теме.
И сейчас конкретно молодежных инструментов, вот Татарскую лигу КВН развиваем. У нас первая поездка состоялась в город Саратов. Также предстоит Уральский федеральный округ, Астраханский Южный федеральный округ. А это все, чтобы так как бы напомнить людям, да, что, кто вы? Вот речь о самосознании? Речь о самосознании. Даже вот обращаясь, мы с вами уже затрагивали тему моей рубрики, конкретно в аккаунте в соцсетях. Действительно, людям очень интересно и то, что их возбуждает, когда говоришь про татарские сильные личности. Я напомню, наши зрители, может, не знают, у вас в Инстаграме есть рубрика целая, которая посвящена именно вот переписи населения. Переписи, и она очень да, популярна у вас там, да. Да, рубрика популярна, она разлетается по всему миру в те же секунды. Людям действительно интересно знать, кто из регионов вышел популярный татарин. Видимо, это вдохновляет человека на какие-то большие действия, не сомневаться в выбранном пути, что может выстрелить, да, если ты чувствуешь, что тема татарская тебе близка. Да вообще, в принципе, не только татарская. Я думаю, могут быть очень интересные и физики, и астрофизики. Если там татарские фамилии, это тоже очень вдохновляет. Поэтому рубрика, она посвящена татарским купцам. Конечно же, каждый раз хочется сказать, что мы стремились всегда на протяжении всей истории к образованию, что как только татары, купцы богатели, они строили школы, они не ждали от государства, у власти там, классы или еще что-то. То есть человек абсолютно были самодостаточные личности. И, конечно же, это как идею такую высокую хочется возле себя держать. А почему, на ваш взгляд, для народа так важно не потерять никого во время любой переписи, в том числе и вот предстоящей? Почему так важно это для Татарстана? Если мои предки прошли очень много испытаний, и мои родители до меня донесли мою нацию, принадлежность, мою идентичность, то я бы не хотела говорить, все, на мне заканчивается, вот теперь идет новая история. Я не могу взять такую ответственность конкретно на себя. И поэтому хотела бы оставить это каждому на свой взгляд, потому что я передам своим детям. А дальше, что они сделают с этой идентичностью, это их уже забота. Возьмет ли мой ребенок ответственность поставить точку на такой большой истории? Вообще есть такое мнение, что сейчас сложно работать с молодежью именно по той причине, что мы как-то стали все, не только молодежь, мы стали все космополитами, мы теперь слишком глобализованы все, нам вообще не до этого. И вообще вроде как национализм проходит, а наступает какая-то общая человеческая сущность. Вам кажется, эта тема насколько востребована среди молодежи? Потому что, как мне кажется, тоже, как будто бы ей не до этого сейчас. Насчет тем глобализации много общаюсь с социологами. Наверное, их мнение я сейчас привяжу тоже к своему ответу. Вообще история, и вообще вот это вот есть маятник, и то, что все циклично. Если на сегодняшний день какая-то общая масса идет по каким-то общим трендам, то мы должны кто-то быть ответственным и сохранить вот этот тренд, потому что мы все равно к нему когда-либо вернемся. Этот маятник, он и туда, и сюда может. Возможно, это даже вот такая кривая. Может быть, вроде и так. Колокола, да. Поэтому мы выбрали конкретно темой дня, повесткой жизни, то есть, значит, развитие, скажем, не то чтобы сохранение, хочется уже развивать татарскую культуру. И то, что касается новой культуры, уже нет смысла обсуждать, нужна ли она или не нужна, она уже есть, существует. То есть кто будет ею пользоваться, это уже тоже вопрос тех, кто готов ее воспринимать. Я понял, у вас нет этой заразительной пассивной созерцательности, которой сейчас страдают и молодежь, и взрослые люди в том числе, и вы, в общем, как-то стремитесь
уничтожить ее и в других людях, ну, как-то сделать более активными и молодежь в том числе. Да? Какие планы у вас в этой связи на предстоящий год хотя бы? Предстоящий год у нас в августе планируется съезд Всемирного форума татарской молодежи. Молодежь действительно очень переменчива. 2 года – это очень много для молодежи. То есть и меня будут уже, останусь ли я, может кто-то другой появится. С молодежью чем чаще встречаешься, тем эффективней. То есть взрослые еще могут стратегически как-то себе 5-летку построить. С молодежью нет. Кто-то уходит замуж, кто-то женится, меняет работу, заканчивает университет. Одна из таких глобальных встреч – это Всемирный форум в августе планируется. И конкретно к форуму тоже очень много сконцентрировано мероприятий. Это финал конкурса международного «Татар кызы», татарская девушка, финальный тур татарской лиги КВН. Тоже каждый год с руководителями проводим акселераторы по молодежным проектам. То есть мы тоже, какие механизмы уже не работают, неважно какой национальности, неважно, то есть эксперт, главное, чтобы был эксперт по проектам, то есть мы проводим такие акселераторы с руководителями молодежных организаций. Хочется сказать, что мы идем как шли, то есть по своему заданному курсу, просто нагрузка в том, чтобы люди еще помимо мероприятий шли на перепись. И, конечно же, задача наша, замотивированная молодежь, она и так пойдет запишется. А самая важная задача – это охватить тех людей, объяснить тем людям, которые не лоббируют татарскую тему. Возможно, считают это неважным. Возможно, считают неважным, но если они пойдут на перепись и перепишут своих родителей, родственников, помогут. В этом году в первый раз еще у нас перепись в онлайн-формате, в последний раз в бумажном. Поэтому я думаю, что как раз-таки пришло наше время. Мы все ориентируемся в интернете, в соцсетях. И просто даже вот сейчас вот эта вот молодежь нужна вот и бабушкам помочь, и родителям адаптироваться. То есть наша задача, да, дойти до каждого и показать, что он является частью этого огромного мира, огромного татарского мира. Как-то так. Спасибо большое, Ленария, за это очень интересное интервью. У нас сегодня в гостях в программе «7 дней плюс» была Ленария Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи. До новых встреч.